Сәлам достар. Бүгін біз Лондонда яшаучы журналист Тимур Ширази белән элемтәгә чыгабыз. Исәнмесез, Тимур абый. Тимур абый, журналистика 4-нче хакимият дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме? Здравствуйте, очень интересный вопрос. Наверное, тут нужно понимать, что власть — это прежде всего институт, и ты обязан подчиняться вне зависимости от того, хочешь ты или не хочешь. Есть ли у тебя желание, нет у тебя желания, законы нужно соблюдать. СМИ в этом смысле не такая власть, как правительство или суд. СМИ может, конечно же, сильно изменить ситуацию, отношение к проблеме, разрешить эту проблему, но очень много зависит от доверия, есть ли это доверие к СМИ или нет. Поэтому вот в таком привычном понимании СМИ, наверное, все-таки не совсем власть, а если власть, то в другом смысле, нежели мы вкладываем в понятие власти, когда говорим про правительство, президента, суды. На самом деле не важно, как вы называете СМИ, четвертая власть. Главное, чтобы СМИ не были, как, скажем, пятое колесо. Шуннан да бик дөрес сүзләр, Тимур абый. Тимур абый, сезнең кайнар ныкталарда булганыгыз бар. Бу кыюлыкмы, әллә сезнең ишегезме? Шуңа ризалашасызмы? Вы знаете, отказаться всегда есть возможность. Никто никого не заставляет, по крайней мере, в нашей редакции. Я говорю только про свою редакцию. И поэтому здесь была возможность отказаться. Смелость, наверное, да, но в то же время должен быть и страх, потому что без страха в таких местах, в горячих точках делать нечего. Нужно чувствовать, где есть опасность, и не лезть от пули, даже если очень хочется сделать какой-то интересный репортаж. Здесь, наверное, другая причина, другой мотив. Ведь журналисты, мы люди, которые очень остро чувствуют то, что происходит. И есть такое, знаете, желание разобраться, желание понять, что происходит, почему происходит, увидеть самому это все. И, конечно же, сделать об этом репортаж. Вот, на мой взгляд, это та причина, тот мотив, который двигал мною, когда я соглашался ехать в горячие точки. Кызык, Тимур абый, шуннан да бик кызык. Тимур абый, махсус корреспондент булу тәүлегенә 24 сәгать эшләү дигән сүз. Сез даими студия эшенә күчәргә теләмисезме? Иногда такое желание появляется, конечно же, и устаешь, как и все мы, хочешь попробовать себя в другой какой-то плоскости, в другом жанре. Но на самом деле журналистика, это, знаете, это такой вот очень интересный мир. И прежде всего репортер — это человек, который видит многое, путешествует, общается. Это адреналин. Без этого адреналина твоя жизнь становится скучной. Очень многие журналисты, которые уходили из профессии, они потом не могли себя найти в обычной жизни, потому что режим дня с 10 до 6, с 9 до 7, такой обычный распорядок, он нас не устраивает, ведь могут поднять ночью, правильно, сделать сюжет какой-то 24 часа в сутки, все так и есть. Поэтому желание появляется, но если чего-то человек очень сильно хочет, значит, он этого добивается, мне так кажется. Если я здесь, значит, это желание еще не такое сильное. А сез кемнән интервью алырга теләр идегез? Интервью я хотел бы взять у премьер-министра Британии Бориса Джонсона, потому что я сейчас в Британии, и потому что это человек, который мне интересен, он необычный политик, у него очень интересная карьера. Кстати, он был журналистом, хотя очень своеобразным. С первого места работы его выгнали за то, что он обманул читателей. Когда он работал в Европе, в Брюсселе, он тоже себе очень многое позволял, но такие уже его рассказы нравились британцам, поэтому потом он вернулся и стал депутатом, мэром Лондона, а теперь премьер-министром.
Это очень интересный человек, мне было бы интересно с ним пообщаться, задать ему много вопросов, в том числе и про Россию, прежде всего про Россию. Бүгін біз Лондонда яшәүче журналист Тимур Ширази белән элемтәгә чыгабыз. Тимур абый, бер әңгәмәгездә сез инглизләр, татарлар кебек сөтле чәй эчә дидегез. Бу ике милләтнең тагын охшаш яклары бармы? Вы знаете, я не могу себя назвать знатоком англичан, чтобы вот говорить точно, похожи они на татар, не похожи они на татар, что у нас есть общее, в чем наши различия. А для этого, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно очень много времени. Тем не менее, мне кажется, есть некие схожие черты, и одна из них, вы знаете, татар, по крайней мере меня, все время называли хитрым татарином, и говорили, что вот татары они такие, мы такие. И в этом смысле, наверное, британцы тоже такие, они хитрые, они ведь никогда не говорят напрямую, что они думают, у них всегда есть некий такой тайный смысл и в словах, в поведении. Они все очень вежливы, но в то же время могут этой вежливостью добиться очень многого. В этом смысле, наверное, татары и англичане похожи. Димәк, охшаш якларыбыз бар икән. Тимур абый, Англия футболының туган иле һәм иң ярсу җанатарлары шунда диләр. Бу шулаймы? Да, конечно, представить себе Англию без футбола сейчас невозможно, и здесь это, конечно же, самый любимый вид спорта, люди просто сходят по нему с ума до сих пор, столько времени уже прошло, казалось бы, можно было придумать что-нибудь новое, но тем не менее все болеют за свои команды. Это культура, это британское, если хотите, такое отношение к жизни. Футбол – это их все. И болельщики, конечно, очень громкие, очень активные. Все время именно из Британии пошло слово хулиган. Хулиганы как раз таки это были футбольные фанаты, которые вели себя далеко не так, как следует себя вести на стадионах. Так что здесь, да, болельщики очень активные, порой агрессивные, но вы знаете, я был на чемпионате мира в Южной Африке в 2010 году. Так вот, я там встретил болельщиков из Чили, из Аргентины. И хочу вам сказать, что они, может быть, даже более громкие, более такие эмоциональные, чем британские болельщики. Так что все познается в сравнении, весь вопрос, с кем сравнивать. И когда у тебя есть возможность это сделать, то ты понимаешь, что есть и другие болельщики, которые тоже очень любят футбол и тоже могут быть очень-очень даже такими эмоциональными. Бик кызык, Тимур абый. Сез Инстаграмның актив кулланучысы, сездә 20 меңгә якын язылучы бар. Әмма дә ләкин үзегез беркемгә дә язылмагансыз. Ни өчен? Вы знаете, у меня есть несколько аккаунтов в Инстаграме. Главный мой аккаунт – это Тимур Ширазиев, где я пишу про Лондон, рассказываю новости, показываю, делюсь своими ощущениями, впечатлениями от Британии. И там действительно нет ни одного человека, на которого я был бы подписан. Все дело в том, что это, скажем так, рабочий мой аккаунт. Это аккаунт прежде всего для того, чтобы рассказывать людям, что мне здесь нравится, что мне здесь не нравится, делиться своими эмоциями. И там я не читаю никого, чтобы это не отвлекало, чтобы не было никого обид, что я на одного подписан, другого нет. У меня есть второй аккаунт личный, он закрытый, и там уже именно мои друзья, там мои интересы, и там я читаю, конечно же, все, что происходит в Инстаграме, слежу за событиями, за интересными блогерами. Все это, конечно же, у меня есть.
Тимур абый, безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Дуслар, Ашаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.